Ассаляму алейкум, хайрахшамлар. Витаю. Сегодня 12 октября, понедельник, в студии телеканала АТР. Работаю я, Гульсум Халилова. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями, которые подключатся к нам в эфир. Мы обсудим самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Именно поэтому сейчас мы свяжем к нам в эфир нашего журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который расскажет нам об этих новостях. Рома, привет! Рассказывай, о чем сегодня планируете говорить в вечерних выпусках «Заман». Привет, Гульсум. Начнем мы с новости от министра иностранных дел Украины. Он заявил о том, что Украина добивается освобождения, а не обмена крымских татар. Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью турецкому телеканалу ТРТ. Он заверил, что украинская сторона готова начать следующий раунд обмена нашими пленными. И в начале августа еще глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о подготовке этого обмена в формате 100 на 100. Но тогда он точной даты не называл. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в последнем разговоре с Путиным инициировал освобождение 22 крымских татар. Но вот даты не было, нет ее и сейчас. Но, как уточнил Дмитрий Кулеба, сложность переговоров заключается именно в том, что Россия считает крымских татар гражданами Российской Федерации. И это вызывает сложности в процессе, поэтому этот процесс до сих пор не начался. Сам глава государства Владимир Зеленский заявил, что готов уйти с должности, если не сможет закончить войну на Донбассе. Это он тоже сказал в интервью британской программе BBC Hard Talk. При этом он добавил, что верит в то, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным. И это соглашение вернет Украине все ее территории, незаконно оккупированные, включая Крым. Он рассказал, что прогресс уже есть, по его словам. России удалось вернуть за стол переговоров в нормандском формате. На Донбассе удалось заключить перемирие, и там уже 75 дней соблюдается режим тишины. На замечание журналиста о том, что все-таки же стреляют, Владимир Зеленский просто сравнил цифры о том, что стреляли на порядок больше во время незаключенного перемирия, сейчас намного меньше. И, по его словам, хороший знак, что людей погиб всего один военнослужащий. И это говорит о том, что перемирие наступило. Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Крыму, встретился с послом Черногории в Украине. С ней они говорили о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, о милитаризации полуострова, о том, что Российская Федерация замещает население россиянами на полуострове, обсудили незаконный призыв в армию оккупантов и, конечно же, говорили о санкциях против России из-за оккупации Крыма, о том, что эти санкции нужно усиливать. Известный адвокат украинских политзаключенных Алексей Ладин лишился статуса адвоката. Это сделала Тюменская коллегия. Они лишили его всех полномочий защитника и возможности участвовать в политических делах. И вот эта вот Тюменская коллегия адвокатов распорядилась его лишить этой лицензии якобы за нарушение профессиональной этики. Я напомню, что он защищал фигурантов и второй бахчисарайской группы крымских татар, которых незаконно обвиняли в терроризме. Он также адвокат вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова, которого оккупанты обвиняют в терроризме, экстремизме и в призывах к нарушению территориальной целостности России. Это решение адвокатская коллегия приняла еще 30 сентября, но самому Ладину об этом стало известно только вот в прошлую пятницу. И в результате он теперь не может присутствовать на заседаниях в качестве защитника, не может в них участвовать. Ему даже не дали познакомиться с этим дисциплинарным производством и не сообщили никаких деталей, за что его лишили адвокатского статуса. Он считает это решение политическим, будет его обжаловать, а адвокат Николай Полозов, который тоже вел дела известных политзаключенных в Крыму, известные дела, и в том числе Ахтема Чийгоза,
сказал, что такая практика с неугодными адвокатами в России применяется очень часто. И именно из-за принципиальной позиции адвокатов и вот в этих политически мотивированных делах уже и забирали лицензию у адвоката Марка Фейгина. И таким образом, по словам Полозова, российская власть защищает свой политический интерес и убирает неугодных режиму. Полиция Автономной Республики Крым и Севастополя объявила подозрение мужчине, которого обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании самообороны Крыма. По данным полиции, в начале марта 2014 года он служил на блокпосту Орловский перевал, расположенный при въезде в Севастополь. И следствию известно, что подозреваемый, когда находился на этом незаконном блокпосту, угрожал проезжим физической расправой, угрожал и оружием. И всем, кто ехал в Севастополь, обыскивал машины и незаконно проверял документы. И вот ему как раз его обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании, хотя в полиции фамилию его не сообщают. По данным Центра журналистских расследований, это некто Максим Зименко, 1987 года рождения, даже награжденный медалью за возвращение Крыма и грамотой за участие в самообороне. Остается теперь только ждать, когда этот Владимир Зименко попадет в поле зрения нашей полиции, станет, собственно, доступным, потому что он до сих пор скрывается на территории оккупированного полуострова. Появились подробности состояния здоровья Владимира Балуха. Он не понимает, где находится и что с ним произошло. Бывшего политзаключенного Владимира Балуха переводит в отделение нейрохирургии. Об этом сообщила народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко. Напомню, что Балух уже месяц провел в реанимации после избиения 7 сентября. Ему сделали операцию на голове и ввели в состояние медикаментозной комы. В конце сентября появились сообщения, что состояние Владимира Балуха стабилизировалось, и врачи заявляют о положительной динамике. И вот теперь его из реанимации уже перевели в нейрохирургию. Он уже подает признаки жизни, учится жить заново, но вот еще пока не понимает, где находится и что с ним произошло. Будем говорить и о ситуации с коронавирусом в Крыму. Там эпидемия по-прежнему забирает человеческие жизни. Сложная ситуация с водой. Обо всем этом подробнее мы будем рассказывать в наших выпусках сегодня в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски «Заман» в 19:00 на украинском языке, в 21:00 на крымско-татарском языке. Присоединяйтесь также к нашему эфиру на экранах ваших телевизоров. Вы сейчас видите номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, либо можете присоединяться, используя программу Skype, atr.tv. Это наш адрес. Ну а мы пока начнем обсуждать вышеупомянутые новости с нашими гостями. Действительно, президент Украины Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Великобританию дал интервью легендарной программе на BBC Hard Talk. И президент Владимир Зеленский в этой программе очень много важного и интересного сказал. Он затронул очень много различных тем, в том числе он затронул тему Крыма, тему Донбасса, каким образом он видит урегулирование ситуации войны на востоке Украины, возвращение Крыма и так далее. И, конечно же, мы обсудим эти его тезисы и начнем обсуждение с Андреем Мусовым, политическим аналитиком, директором школы ответственной политики. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Андрію, вітаю вас. На жаль, не чую студію. Пане Андрію. Алло. Алло? Да, чуєте нас? О, теперь чую. Да, мы тоже вас только сейчас слышим и прекрасно видим. Ну что ж, давайте обсудим интервью президента Владимира Зеленского и начнем со следующего его тезиса. Он сказал, что верит, что сможет заключить мир с президентом Российской Федерации Путиным. Давайте его послушаем вместе. Я вірю в це. А в іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно.
Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу. Це є правда. Але я не втрачаю цю віру. На это, конечно же, уже отреагировали в Российской Федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление о возможности заключения мирного соглашения с Владимиром Путиным, которое бы предусматривало возвращение украинских территорий под контроль официального Киева. Давайте послушаем Пескова. Росія докладала і буде далі докладати в рамках можливостей зусиль для того, щоб допомогти Україні вирішити проблему Південного Сходу. Головне – врегулювати проблему Донбасу. Проблеми Криму не існує. Вона не може існувати в рамках відносин Росії з якимись країнами. Ну, для начала, пан Андрей, вот что вы думаете относительно заявления президента Зеленского? Это иллюзия или что, как думаете? На жаль, я припускаю, що маємо справу навіть не з ілюзією, а з помилкою. Достатньо агресивне інтерв'ю було, і Володимир Зеленський, використовуючи таку термінологію журналістів, політологів, технологів, посипався. Він почав на провокативні питання давати необдумані відповіді. І, безумовно, найкраще в випадку Володимира Зеленського можливо було уникнути цього інтерв'ю, тому що хард-толк – це такий формат дуже жорсткий, і не кожен міжнародний політик з великим досвідом його може виконати. Але якщо вже йти, то тримати рамку. Ну, он правильно... не выдержал давления журналистов, по-вашему? Це був не тиск, це була просто завідомо відома така достатньо агресивна, активна поведінка інтерв'юєра, і до неї треба було бути готовим. І, безумовно, правильною відповіддю на це питання було довіра не Путіну, як диктатору і очільнику держави-агресора, а віра в відновлення міжнародного права, в спільний з нашими міжнародними партнерами захист і відновлення українського суверенітету, захист інтересів мирного населення Криму і Донбасу. Але та відповідь, яку ми почули, безумовно, це відповідь достатньо слабка і негативна для України, тому що якщо ми визнаємо Росію державою-агресором і Путіна визнаємо як ініціатором міжнародних злочинів, зокрема окупації Криму і Донбасу, то питання віри і довіри до домовленостей з ним – це взагалі нелогічні речі, які протирічать із національними інтересами і захистом національних інтересів нашої держави. Это утопия? Це або необдумані слова і просто помилка. Таких технічних помилок і ляпів в команді Зеленського вже ми бачили і чули чимало. Або справді утопія, яка буде дуже дорого коштувати і вже дорого коштує Украине и украинцам. Ну вот видите, уже в Кремле отреагировали на это. Вот если они там говорят, что по Донбассу, да, они будут там якобы способствовать разрешению, то по Крыму в очередной раз мы услышали из уст Дмитрия Пескова, что тема Крыма закрыта. Вот Зеленский, когда говорит, что он верит в это, что он верит, что сможет разрешить деоккупировать эти территории, он же на что-то основывается, возможно, у него есть какой-то план? Справа якраз в тому, що, на превеликий жаль, плану за весь цей час ми так і не побачили, і боюсь, що його немає. Є різноманітні пропозиції, достатньо серйозні пропозиції різних експертних середовищ, громадських організацій. Ми бачили українську доктрину перемоги і миру від руху опору капітуляції. Ми бачили багато позицій, ініціатив і ідей від Меджлісу кримськотатарського народу, від міжнародних експертів. Але от, власне, плану деокупації від влади ми так і не почули. Були і хороші якісь інформаційні приводи і заяви, і, в принципі, міжнародна кримська платформа, яку минулого тижня озвучував міністр закордонних справ, до такої категорії позитивних сигналів з боку України належить. Але в цілому стратегії плану немає. І найгірше, що чомусь розрізняється і Володимиром Зеленським, і діючою владною командою питання окупації Криму і окупації Донбасу. Ми насправді бачимо, що навіть журналісти BBC для себе це об'єднують в якийсь в єдину історію російської агресії. А от Україна, офіційна Україна, чомусь уникає цього об'єднання. І давайте визначимося з критеріями. Якщо Росія агресор, якщо Путін очільник держави-агресора, то Росія не може виступати ні
посередником, ні гарантом, а може виступати лише стороною перемовин як сторона конфлікту. Тому Україна повинна всіляко наголошувати на тому, що і ситуація в Криму, і ситуація на Донбасі – це міжнародний конфлікт, це війна і агресія Росії проти України. І в цих рамках розраховувати не на Путіна, безумовно, а на міжнародні інституції, на Організацію Об'єднаних Націй, на Будапештський меморандум, на Європейський Союз, НАТО, Сполучені Штати, Британію, але виключно в рамках тиску на Росію, а не на перемовини і на прохання до неї. Власне, в режимі такого прохача сьогодні, на жаль, Володимир Зеленський виступає. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, также находился в Великобритании, встречался со своим британским коллегой и пригласил Британию принять участие в платформе по деоккупации Крыма. До этого президент Зеленский, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, также призвал наших западных партнеров присоединиться к созданию и к участию в этой платформе. Эмне Джипар встречалась с министром иностранных дел Чавушоглу, и вот сейчас с рабочим визитом в Украине находится президент Польши Анджей Дуда. И вот буквально несколько минут назад появилось такое информационное сообщение, что Республика Польша также выражает заинтересованность по взаимодействию с Украиной в рамках международной платформы по деоккупации Автономной Республики Крыма. Очевидно, этот вопрос создания платформы президент Владимир Зеленский также обсудил с президентом Анджеем Дудой. Как вы считаете, не является ли вот эта платформа частью стратегии деоккупации полуострова, которая сможет каким-то образом какие-то вопросы в направлении деоккупации решить? Ну, оскільки сама стратегія залишається невідомою широкому загалу, принаймні, і насправді можна думати навіть, чи вона існує взагалі, то поки що ми можемо говорити про платформу по деокупації Криму як про окремий проект. Чи є стратегія, ми не знаємо. И якщо розцінювати цей вот проект, относительно стратегии, извините, я вас перебью. Вот у меня недавно в эфире была Нелли Яковлева, заместитель главы Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории. Она мне в эфире сказала, что да, стратегия деоккупации Крыма есть, она готова. И в публичную часть этого документа, возможно, мы увидим к Новому году или уже в январе следующего года. Ну, то есть она мне конкретно сказала, что такая стратегия есть. Правда, мы ее еще никто не видел. Власне, давайте обговорювати тоді, коли вона стане публічною, тому що ми чули багато цікавих обіцянок від влади, і 500 тисяч робочих місць, і 4 тисячі євро зарплата, і інші моменти, як і достатньо просто перестати стріляти. Тому стратегії поки що ми не бачили. Є ідея по кримській платформі або платформі з деокупації. І те, що було презентовано як ідея і стало важливою новиною минулого тижня, це насправді можливий крок вперед. А от інтерв'ю Володимира Зеленського, яке ми всі сьогодні почули і проаналізували, порівняно з новиною про стратегію про платформу по деокупації Криму, це трошки крок, якщо не назад, то вбік. Який сенс в платформі з деокупації Криму, якщо вся стратегія Володимира Зеленського сьогодні зводиться до надії на те, що умовити Путіна піти з Криму і Донбасу, хоча, власне, сам Зеленський в першу чергу говорить завжди про Донбас. І тут завдання і нас, як громадянського суспільства, активістів, експертів, змушувати вже українську владу, а не просто Росію як державу-агресора, ставити на один щебель проблему Криму і проблему Донбасу. Це одна історія однієї агресії, однієї війни Путіна і Росії проти України. І тому обговорювати окремо деокупацію Криму і окремо деокупацію Донбасу – це, власне, підігравати агресору. І Пісков це в сьогоднішній відповідь дуже вдало використовує. Він каже, по Донбасу ми готові бути посередниками, тобто допомагати вам напряму говорити з нашими маріонетками і окупаційним корпусом. А Крим навіть не чіпайте, це вже для нас, мовляв, закрите питання. Если Россия не будет участвовать в международной платформе по Крыму, очевидно, она не пойдет на это, да? Тогда о чем говорить с участниками этой платформы? Розумієте, навіть якби проходила в період Другої світової війни, в розпал Другої світової війни, наприклад, 42-й рік, міжнародна конференція із злочинів нацизму, і Адольф Гітлер на неї не прийшов би, таку конференцію все одно слід було проводити. І, безумовно, Україна повинна мобілізовувати
ресурси, повинна мобілізовувати міжнародну підтримку для того, щоб готуватись до вже не просто платформи і конференції, а, наприклад, до повторення Міжнародного суду і Гаазького трибуналу. Це дуже довгий шлях. І як публічна складова, як дипломатична складова, як важливий майданчик комунікації, така платформа має місце бути. Просто дуже важливо справді, які завдання Україною там будуть озвучені і які ідеї будуть озвучені. Якщо ми почуємо під час цієї платформи, наприклад, ідею пана Пінчука, який намагався озвучувати про те, що, мовляв, давайте про Крим забудемо на якийсь довгий період, а зосередимось на якихось інших питаннях мирного існування, ну тоді, можливо, таку платформу не варто проводити. Якщо це справді реальний план обговорення деокупації і Криму, і інших українських територій, посилення санкцій проти держави-агресора, якщо це майданчик, де Україна в першу чергу буде виходити з проактивною позицією, озвучувати свій порядок денний, така платформа повинна бути. І наскільки відомо, Кулеба анонсував уже взимку 21-го року проведення першої такої конференції Кримської платформи. Так, і це важливий анонс, це серйозна заява. І розрахунку і сподівань на такий захід сьогодні більше, ніж на будь-які окремі інтерв'ю Зеленського. А стосовно інтерв'ю, то, можливо, варто Володимиру Зеленському на деякий час доручити озвучення української позиції, наприклад, міністру закордонних справ. У нього це значно краще і фаховіше виходить. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем интервью турецкому телеканалу ТРТ назвал обмен пленными наиболее сложной частью переговоров с Российской Федерацией в отношении крымских татар. Украинская сторона добивается не обмена, а освобождения, сказал Дмитрий Кулеба. Давайте вместе его послушаем. Ми готові перейти до наступного раунду обміну. Однак інша сторона не така конструктивна, як ми. Тому є багато нових проблем, вирішення яких повинні бути знайдені, перш ніж обмін зможе відбутися. Але ми абсолютно повністю зосередилися на тому, щоб формула всіх на всіх була виконана. Кримські татари в іншій ситуації. Коли ми говоримо про кримських татар, ми говоримо не про обмін. Ми вимагаємо тільки звільнення цих людей, і це найскладніша частина, тому що Росія вважає, що Крим під її юрисдикцією. Какова вероятность того, что в ближайшей перспективе мы увидим освобождение политических заключенных, о чем говорил и президент Владимир Зеленский о существовании некоторых треков с именами политических заключенных? Об этом говорил Андрей Ермак. Оно прошло уже почти больше года, полугода, но никаких результатов нет. На жаль, ми говоримо про людей, які знаходяться в заручниках у диктатора Путіна. І коли Путіну буде вигідно активізувати, як зараз популярно говорити, кейс чи донбаський, чи кримський для звільнення своїх заручників і бранців, ми не знаємо. Насправді, заявами на кшталт, я сподіваюся, що вдасться домовитися з Путіним, Володимир Зеленський можливо, навіть ускладнює долю бранців Кремля, тому що зайвий раз показує всьому світові і, власне, Володимиру Путіну, що все в його руках. Хоче – звільнить, не хоче – не звільнить. Будемо сподіватися, що міжнародний тиск, можливо, і навіть міжнародні обставини і кон'юнктура, і економічна, і політична, буде змушувати Володимира Путіна йти на певні поступки. Історія звільнення Сенцова показує, що під шаленим і шквальним обстрілом міжнародної громадської думки режим Путіна можна змушувати відступати. Це означає, що завдання української дипломатії, офіційного Києва, нашого громадянського суспільства всередині країни і по всьому світу забезпечувати постійний фокус уваги міжнародної спільноти до проблем заручників Путіна. Саме так ми їх можемо називати. Розуміючи, що розраховувати на формули всіх на всіх, граючи з шахраями, нам точно не доводиться. Ми вже бачили, що підходи Путіна і підходи України в питаннях звільнення заручників, бранців, політв'язнів абсолютно і військовополонених абсолютно різні.
Ну вот, говоря о платформе деоккупации Крыма, вот многие эксперты скептически относятся к вот относительно ее эффективности в вопросе деоккупации Крыма. Но, к примеру, эта платформа может решать гуманитарные вопросы, в том числе и освобождение политических заключенных, как считаете? Сама по собі платформа – це лише майданчик для оприлюднення ідей, для обговорення певних проблем. Наше завдання і максимальні сподівання, щоб ця платформа стала таким собі довосом тільки з питання деокупації українських територій. Криму, оскільки це Кримська платформа, але й Донбасу також. Тобто неформальний саміт, на якому будуть домовлятися про важливі речі, на яких хотілося б, щоб озвучували серйозні стратегії, наміри і озвучували попередні домовленості. Чи вийде це зробити? Це дуже амбітні цілі і завдання. Ми наразі не знаємо, побачимо, як спрацює МЗС, як спрацює вся команда влади, і уряд, і Офіс Президента, і Верховна Рада в підготовці до першого такого саміту. Але очікувати, що неформальний, по суті, своїй саміт зможе підмінити міжнародні інституції, зможе підмінити ООН, Міжнародний суд, на жаль, не варто, цього не станеться. Але що він зможе зробити точно, це постійно тримати тему окупації Криму, окупації українських територій на порядку денному міжнародної політики, міжнародної геополітики. Ось це завдання, яке можна виконати, і така увага буде постійно означати і увагу до проблем звільнення бранців Кремля. А может ли эта платформа разработать механизмы давления на Российскую Федерацию, тем самым вынудить ее сесть за стол переговоров по деоккупации полуострова? Такое реально? Може і повинна. І така платформа, власне, і повинна бути майданчиком для посилення антипутінської коаліції, для напрацювання і оприлюднення нових проєктів з, можливо, посилення санкційного тиску, можливо, надання різноманітної допомоги Україні і кримсько-татарському народу. Ми не тільки зараз про військову, це економічна, інформаційна, політична, юридична, тому що над звільненням бранців Кремля повинні працювати і працюють зараз десятки і сотні людей, які задіяні в процес. Це юристи, активісти, правозахисники по всій країні. Безумовно, такі плани повинні там напрацьовуватися і озвучувати, а потім втілювати в життя. І ось проведення такої платформи з деокупації Криму повинно бути дуже болючим для Володимира Путіна. А це означає, що під час цього заходу якихось нечітких формулювань бути не може. На цій платформі слова Зеленського про домовитись з Путіним не повинні звучати. Вона буде ефективна тільки тоді, коли речі будуть називати своїми іменами. Росію окупантом і агресором, Путіна відповідальним за злочини перед людством. Ну вот когда говорят про договориться с Путиным и так далее, у меня возникает вопрос, на что рассчитывает президент Зеленский, на что рассчитывает его окружение, которое думает, что тем самым вот в результате каких-то переговоров им удастся добиться мира. Потому что ярким примером того, что договоренности с Российской Федерацией невозможны, и они не стоят той бумаги, на которой они написаны, это является Будапештский меморандум, подписант которого нарушил нашу территориальную целостность, напал и воюет с нами. І Будапештський меморандум, і інші угоди, в тому числі велика угода з Росією, у нас були підписані документи про мир, не напад, відсутність претензій територіальних і багато чого іншого. На жаль, коли ми говоримо про режим Путіна, це розмова не про правову державу, не про державу, яка дотримується міжнародного права, а про диктаторський режим, який міжнародне право попирає або використовує власних інтересів. Тому вірити Путіну не можна, і говорити про домовленість з ним – це означає перебувати в певній омані, в ілюзії і вже понад рік. Те, що можна було пробачити Володимиру Зеленському на початку президентства, сьогодні виглядає дуже небезпечною грою, яка дуже шкодить питання і національній безпеці, і темі деокупації Криму. Вот глядя сегодня на ситуацию в Нагорном Карабахе, как вы считаете, военный сценарий развития событий, возвращения наших территорий исключать сегодня нельзя? Ми, безумовно, повинні говорити про комплексну готовність України до повернення і відновлення українського суверенітету.
пріоритет, і абсолютно справедливо зараз МЗС наголошує за дипломатичними шляхами. Але для того, щоб дипломатія була ефективною, а Україна, українські Збройні сили повинні бути завжди готові на належному рівні для того, щоб виконувати будь-які задачі. І задачі оборонного характеру, і задачі наступального характеру. І може скластися будь-якої миті в Російській Федерації, може скластися ситуація із політичною нестабільністю, внутрішніми конфліктами, зміни влади в авторитарних країнах, країнах азійської деспотії, а Росія саме таку модель представляє. Політичні кризи розгортаються дуже швидко і носять руйнівний характер. І Україна повинна бути готова для того, щоб використати всі інструменти, і дипломатичні, і не тільки, для того, щоб скористатися цією кризою, відновити територіальну цілісність і надати допомогу, в тому числі тим громадянам Російської Федерації з боку України, які будуть потребувати цієї допомоги. В будь-якій конфліктній ситуації можемо прогнозувати, що кількість біженців з Росії безумовно зросте і дуже стрімко. Дуже дякую вам, Андрій Юсов, політичний аналітик, директор школи відповідальної політики, був з нами на прямому зв'язку. Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич и его заместительницы Дарья Свиридова, а также Тамила Ташева обсудили с послом Черногории в Украине ситуацию в оккупированном Крыму и санкции против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба представительства. Давайте послушаем. Важливою складовою зустрічі були також питання режиму санкцій, збереження вектора розширення санкцій з боку партнерів України, а також послідовної політики невизнання, визначеної резолюцією Генасамблеї ООН в березні 2014 року. Окремо говорили про нові виклики, пов'язані з обмеженням права громадян на свободу пересування з боку окупаційних органів. Также президент Польши Анджей Дуда выступает за продолжение крымских санкций против Российской Федерации. Об этом он заявил, он сказал, что это должно продолжаться до деоккупации полуострова. Об этом он заявил в Киеве на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как известно, сегодня с рабочим визитом в Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда, который считает необходимым возвращение контроля Украины над частями оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также возвращение контроля над Крымом. Давайте послушаем его цитату. Санкції, які у зв'язку з російською агресією були прийняті, є для нас зрозумілими. До деокупації Криму політика санкцій повинна продовжуватись. Сегодня офис президента также сообщил, что Польша заинтересована в участии в международной платформе по деоккупации Крыма. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и Польши. В сообщении говорится следующее, цитирую: «Республика Польша выражает заинтересованность по взаимодействию с Украиной в рамках международной платформы по деоккупации Автономной Республики Крым». Очевидно, вопрос создания международной платформы по деоккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский обсудил также с президентом Польши Анджеем Дудой, который выразил свою поддержку созданию этой платформы. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Нелли Яковлева. Давайте ее поприветствуем. Пани Нелли, витаю вас. Добрый вечер, рада приветствовать. Взаимно, спасибо большое. Вот мы сегодня в нашем эфире обсуждаем интервью президента Владимира Зеленскому BBC в программе Hard Talk. Вот вы смотрели эту программу? Как вам? Да, я посмотрела это интервью, оно достаточно содержательное, но сказать, что я услышала там что-то сенсационное, я не могу. Ну вот мы хотели бы с вами обсудить некоторые тезисы президента Владимира Зеленского. Он сказал, что он верит, что он сможет заключить мирное соглашение с президентом Владимиром Путиным, которое бы означало возвращение украинской оккупированной части Донбасса и Крыма под украинский контроль. Вот что вы думаете по этому поводу? На что, по-вашему, рассчитывает президент Владимир Зеленский, когда говорит, что верит, что сможет? Я думаю, что не только президент, но и каждый политик в Украине, в нашей стране должен верить в то, что деоккупация всех наших временно оккупированных территорий возможна. В противном случае действительно стоит уходить из политики. Но мы скорее должны понимать эти тезисы
бесспорно как надежду на восстановление территориальной целостности Украины и неизменность курса по поводу того, что территория Украины остается единой, как это было по Конституции 1996 года. Ну а вера, она же должна быть связана с какими-то убеждениями, да? Это же не просто вера в Бога, да? А вот в данном случае эта вера должна быть основана на чем-то. Вот как вы думаете, на чем основана эта вера? Возможно, есть какой-то план, какая-то стратегия? Смотрите, бесспорно, стратегия деоккупации Крыма, она вынесена сейчас отдельно, и это тот компонент, которым занимается Министерство иностранных дел, и именно Министерство иностранных дел выступило с инициативой Крымской платформы. Но мы должны понимать, что сама стратегия деоккупации всех наших территорий, она включает в себя ряд компонентов. Мы не можем говорить, что это будет простое решение достаточно сложных проблем. Да, Крымская платформа является одним компонентом. Работа на международной арене, привлечение наших иностранных партнеров — это другой компонент. Третий компонент — это формирование нашего внутреннего законодательства. Четвертый момент — это обращение в международные суды, чтобы сама аннексия Крыма была признана незаконной. Да, то есть мы говорим о целом комплексном подходе. Естественно, надежда и вера — это не может ограничиваться, это должно переходить в конкретные действия, что в принципе и переходит в конкретные действия. Но мы понимаем, что ситуация с Крымом, бесспорно, она более тяжелая, чем ситуация с отдельными районами Донецкой и Луганской области. Но вот когда мы говорим про стратегию деоккупации, правильно ли я понимаю, что вот эта вот платформа, о которой говорил президент Владимир Зеленский, не только это часть стратегии? Да, смотрите, это часть стратегии, но стратегия, условно, она не формируется только Министерством иностранных дел. Угу. А кем еще формируется? Вот расскажите подробнее. Один из компонентов формируется Министерством иностранных дел, в рамках которого подкомпонентом и является Крымская платформа. Это то, что касается международной арены. Угу. Также мы понимаем, что за внутреннюю политику у нас отвечает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий. То есть, соответственно, после того, как МИД разработал свою часть по международной арене, этот концепт был передан в Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, где они, собственно, со своей стороны должны выработать зеркало реализации этой стратегии на уровне национальном. Также эта стратегия, естественно, согласовывается с Советом национальной безопасности и обороны. И мы уже, как Комитет по правам человека, реинтеграции и деоккупации временно оккупированных территорий всех наших, подключаемся к процессу законодательного регулирования, в том числе и по стратегии. То есть мы понимаем, что это комплексный документ, который должен быть согласован между разными ведомствами. И, конечно, бесспорно, поскольку президент у нас отвечает и за реализацию внешней политики, то все это происходит при содействии, при координации с офисом президента. Я так понимаю, что у этого документа есть публичная часть и есть закрытая часть, правильно? Закрытую в силу правильных причин озвучивать нельзя, чтобы этим не воспользовалась страна-агрессор. А что будет в публичной части, когда мы ее увидим? А в публичной части будет базовая политика, то есть к чему мы идем. Я опять же могу сказать однозначно то, что сенсационной она не будет. Она будет продолжением того государственного курса, который реализуется последние 5-6 лет. Мы будем говорить о том, что территория у нас остается в рамках тех границ, которые у нас признаны Конституцией 1996 года. Мы будем говорить о том, что невозможности изменения Конституции в части децентрализации по Донбассу, это то, что касается нормандского и минских процессов. По Крыму мы будем говорить бесспорно, что мы будем продолжать свою борьбу в контексте восстановления территориальной целостности Украины. Но будут прописаны также более детально механизмы, то, о чем мы говорили, и через обращение в международные суды, и через конкретную работу на международной арене. То есть вот эти компоненты, они будут, скажем так, раскрыты более глубоко. Но говорить о том, что это будет большой документ на 90 или на 100 страниц, та, которая часть будет публичная, вряд ли. О том, когда мы ее увидим. Увидим мы ее, скорее всего, либо в конце этого года, либо в начале 2021 года. А если мы говорим о Крымской платформе, заседание которой условно пока что запланировано на 26 февраля, то тогда мы будем говорить, что ближе как раз к этому времени будет обнародована публичная часть. Сейчас идет часть того, чтобы найти действительно тех союзников, которые смогут с нами вместе вступить в борьбу и, собственно говоря, не побояться своего вступления в Крымскую платформу. Такие как, например?
пока не получено окончательного решения от стран-участников, мы все-таки не можем об этом говорить, поскольку мир дипломатии, он достаточно тонкий. Мгм. Но уже все-таки есть страны, которые согласились участвовать хотя бы вот в том саммите, который планируется провести в следующем году, правильно? Кстати, есть ряд стран, которые выразили глубокую заинтересованность в этом процессе и также подтвердили, что, естественно, Крым является Украиной. Но сама механика будет еще выписываться и прописываться. Вот на протяжении 6 лет Украина выражает свою приверженность политико-дипломатическому пути возвращения своих оккупированных территорий. Рассматривается ли военный вариант возвращения? Есть у нас такой? Мы не исключаем этот вариант? Скажем так, в любом случае, если мы говорим про Совет национальной безопасности, то рассматриваются все варианты. Но мы должны понимать, какой из них будет более практически реализован. Украина все-таки остается на пути политико-дипломатического решения, и военный сценарий он может рассматриваться исключительно при моделировании как альтернатива. На сегодняшний момент наша армия, естественно, за последние 5 лет значительно повысила свой уровень, но мы понимаем, что разворачивание полномасштабного наступления на Крым на сегодняшний момент не является возможным ни с точки зрения еще пока что подготовленности, ни политической, ни международной. Давайте обсудим еще несколько тезисов президента Владимира Зеленского из этого интервью. Он сказал, что не цепляется за рейтинги и власти, а ключевой задачей видит заключение мира с Россией, в том числе. Давайте его послушаем. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами. Допускаете ли вы такой вариант, что президент Владимир Зеленский выйдет и скажет: я не справился, я не покончил с этой войной, я ухожу? В любом случае, раньше окончания срока каденции это не будет возможно, поскольку такой шаг все-таки будет воспринят как некий уход от ответственности. И здесь, когда президент делает такое заявление, я напомню, что ранее Владимир Зеленский говорил о том, что он пойдет на один срок, но, возможно, для реализации настолько масштабной задачи, как все-таки окончание войны и деоккупация всех территорий, потребуется больше времени. А на самом деле это скорее тезис об ответственности за то обещание, которое было дано в период избирательной кампании. Потому что главный тезис, за счет чего Владимир Зеленский получил результат 73% по окончанию выборов, это как раз именно тезис об окончании войны, вооруженного противостояния на Донбассе и деоккупации территорий. Ну а что в этом направлении, как вы считаете, будет делать Зеленский? Можно ли ожидать от него гораздо какой-то большей политики умиротворения агрессора, или же он все-таки наоборот станет более жестким, будет принимать какие-то непопулярные решения, которые могут иметь практические результаты? Проблема мира и проблема восстановления территориальной целостности, она бесспорно тяжелая. И принимать в ней постоянно популярные решения невозможно. Это может быть только тот вариант, если не делать ничего. Но мы понимаем, что другие субъекты противостояния, они находятся все-таки в активной фазе. На самом деле надо понимать, что для мира нужен диалог. И сильная переговорная позиция Украины, которая должна в том числе идти и на диалог с Российской Федерацией, и на диалог с международным сообществом. Только таким образом, что не всегда разделяют все граждане Украины, мы можем приблизиться к восстановлению территориальной целостности. А каким образом? Вот вы верите, что можно договориться с Владимиром Путиным, в результате чего настанет мир? Вот вы верите в это? Смотрите, мы здесь должны четко разделять разные аспекты. То есть есть ряд гуманитарных аспектов, по которым все-таки мы можем договориться по состоянию на сегодняшний момент. Есть ряд аспектов, естественно, мы не можем сейчас просто проговорить с президентом Российской Федерации о том, что мы деоккупируем Крым. Надо понимать, что переговоры — это процесс этапный. То, что нам кажется невозможным на их старте, оно будет постепенно в зависимости от тактики переговоров. То есть сейчас тактика, в том числе и президента, что при переговорах решаются те вопросы, которые можно решить на сегодняшний день. Таким образом мы постепенно будем двигаться вперед, шаг за шагом. И это как раз та стратегия, которую Владимир Александрович озвучивал в начале каденции.
То есть мы не можем резко установить мир. На сегодняшний момент таких механизмов нет. Но мы можем шаг за шагом идти к этой цели. Но мы не видим, к сожалению, эффективность такой тактики, хотя бы после встречи 4 лидеров в нормандском формате, когда было заключено коммюнике об обмене и так далее, но обмена не было так, вот как сегодня мы видим, обмена нет. Тогда о какой тактике идет речь? Действительно, не все домашние задания с нормандского саммита еще были выполнены, несмотря на то, что он произошел в декабре, и уже у нас опять осень в Украине. Часть из этих задач не была выполнена, в том числе и по причине распространения пандемии коронавируса, потому что мы же понимаем, обмен — это не просто процесс, да, когда мы условно там был обмен договоренный всех идентифицированных на всех идентифицированных, но мы понимаем, что есть еще большие группы людей, которые готовят этот обмен. То есть сама организация обмена и такое же количество участников и людей, которых, да, освобождают с разных сторон. Соответственно, это требует большого массового мероприятия. Были проведены мини-треки по обмену. Сейчас идет подготовка к большому обмену, где у нас говорится о том, что больше 100 человек могут быть освобождены, в том числе и среди этих списков, да, как анонсируют, будут крымские татары. Но мы понимаем, что и в этой части пандемия коронавируса бесспорно, скажем так, свой эффект оказала. Есть, да, моменты, которые не были действительно осуществлены. Это в том числе были намечены, но так и не произошло разведение войск по линии разграничения в Донецкой и в Луганской области. Действительно, эти те задачи, которые остаются актуальными. Но мы понимаем также, что в вопросах мира не может быть линейного движения, поскольку все-таки это сопротивление и противостояние и международный вооруженный конфликт, то здесь, если мы делаем даже 2 шага вперед, то также возможен и шаг назад. То есть это та волнообразная кривая, по которой мы, к сожалению, двигаемся. Дуже дякую вам, спасибо большое. Нелли Яковлева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», заместитель главы комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, была с нами на прямой связи. Тем временем Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил, что в ситуации с российской агрессией для Украины абсолютным приоритетом является дипломатическое решение, но при этом нужно готовиться к любому сценарию и развитию событий. Давайте послушаем Кулебу. Коли у вас є такий сусід, як Росія, потрібно бути готовим до будь-якого сценарію. Ви знаєте, що це не ми напали на Росію, це Росія напала на Україну. Але дипломатичне вирішення ситуації залишається абсолютним пріоритетом для України, і ми шукаємо способи переконатися, що знайдемо рішення в цих рамках. Тристороння контактна група – це тягар, який ми повинні нести, поки він не приведе нас до миру. Це важка робота. Працювати в тристоронній контактній групі завжди непросто. Дмитро Снегирьов, співголова громадського об'єднання «Права справа», воєнний експерт, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Дмитрию, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, вот Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о готовности Украины к военному сценарию в случае провала политического процесса, сказал, что такой сценарий также исключать нельзя. Как вы считаете, достаточно ли у нас сегодня военных сил и ресурсов, чтобы рассматривать такой вариант деоккупации наших территорий? Ви знаєте, по великому рахунку сценарій звільнення окупованих і анексованих територій варто розглядати лише на момент зміни політичної ситуації в Російській Федерації. Бо наразі саме Російська Федерація є гарантом існування квазіреспубліки відповідно окупаційного режиму на території анексованого Криму. Якщо українська армія, яка налічує наразі більше 200 тисяч вояків, все ж таки буде, скажімо так, пристане на реалізацію військового сценарію звільнення окупованих територій, то не виключно, що наступний день Російська Федерація заявить про захист громадян Російської Федерації на цих територіях. Не випадково наразі триває посилений режим чи прискорений, скажімо так, режим видачі російських паспортів мешканцям окупованих територій. Наразі станом на сьогодні видано більше 300 тисяч паспортів. Себто, як тільки українські війська переходять до активної фази, маючи на увазі саме військової фази звільнення окупованих і анексованих територій, Російська Федерація міцно заявляє про захист вже не російськомовних громадян України, а відповідно громадян Російської Федерації, які проживають на території України. І це дає їм підстави для застосування прямої військової сили
Тобто прямої агресії проти України. Цей факт варто враховувати. Інше питання, чому українські дипломати не наполягають саме на фактах примусової паспортизації і не ставлять до відома наших західних партнерів щодо підступних планів Російської Федерації зірвати саме військовий шлях деокупації цих територій. Нагадаю, подібний сценарій був реалізований Російською Федерацією, власне, на території суверенної Грузії, коли російські війська під прикриттям захистів інтересів громадян Російської Федерації, які проживали на території Абхазії і, відповідно, Осетії, ввели свої військові контингенти і, ну, скажімо так, мінімізували військову присутність грузинських військових. Мгм. Но, тем не менее, мы видим, что вот в своем интервью, где президент Владимир Зеленский говорит, что он верит, что ему удастся договориться с Путиным и что у него получится заключить какой-то с ним мирный договор, который бы означал возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Как вы считаете, это утопия или все-таки у него может получиться? Юльсум, ну давайте подивимося, власне, на відповідь офіційного Кремля. Пісков вже заявив про те, що вони готові розглядати сценарій деокупації Донбасу, але в рамках Мінських домовленостей. А Крим ні. Утім, про Крим взагалі мова не йдеться. Це чітка позиція Москви. Тобто Крим винесений за логікою Кремля, за дужки перемовин. Там є пряма фраза Піскова, де він говорить, що ситуація Криму взагалі не обговорюється не з Україною, не відповідно з міжнародними партнерами. Тобто заяви Зеленського про звільнення Донбасу і, відповідно, Криму вже фактично нівельовані офіційною позицією Кремля. Ну вот Минский процесс, если говорить про Донбасс, да, он же заключается, вот суть для Российской Федерации Минских соглашений, это вот то, что говорит Путин, что Украина получит контроль над своей границей после там проведения выборов, особый статус и так далее. То есть правильно я ли понимаю, что сегодня вопрос для Украины разрешения войны на востоке Украины лежит лишь в Минской плоскости, но это тоже противоречит украинским национальным интересам? Абсолютно з вами згоден. Взагалі сама ситуація навколо мінських перемовин вона суперечить національним інтересам. Росія прекрасно розуміє, що мінські домовленості вони мертвонароджені. Саме тому наразі триває, ще раз повторюю, прискорений процес паспортизації цих територій. Бо таким чином Російська Федерація хоче закріпити свою військово-політичну присутність, не тільки на території анексованого Криму, але й відповідно на територіях окупованих районів Луганських і Донецьких областей. І ми маємо робити чіткі заяви. Проте наразі заяви войовнича риторика з боку Плохо слышу, к сожалению. Алло. Сорвался, к сожалению, у нас звонок. Ну, суть ми поняли. Дмитро Снігирьов, співголова громадського об'єднання «Право справа», воєнний експерт, був з нами на прямому зв'язку. А я хочу перейти уже к следующим новостям, к неутешительным новостям с ситуацией с коронавирусом в нашей стране. Карантин в Украине ужесточают после резкого всплеска заболеваемости COVID-19. Кабмин и офис президента согласовали ряд антикоронавирусных мер, включающих в себя новые ограничения. Большинство из этих мер на днях должно утвердить также правительство Украины. Давайте послушаем, что предусматривают новые антикоронавирусные ограничения. Виші переведуть на дистанційне навчання. Школярів відправлять на канікули достроково. Дитсадки поки продовжать роботу в звичайному режимі, проте з дотриманням всіх приписів Міністерства охорони здоров'я. Запроваджується заборона на роботу ресторанів, клубів, закладів громадського харчування після 22:00. Запроваджується заборона на будь-які масові заходи після 22:00. Можуть запровадити додатковий штраф за ігнорування маскового режиму.
В Украине уже подготовлен план развертывания дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусом. Однако они будут задействованы только в крайнем случае. Давайте послушаем. В березні було прийнято рішення, щоб це була крайня міра, коли не буде витримувати система охорони здоров'я або ліжковий фонд буде нездатний утримувати таку кількість пацієнтів. Перелік таких установ, що можуть бути пристосовані або використані, є. І є план розгортання. Перелік таких установ є конкретно по кожному місту та кожній області, в міській чи обласній раді. Об этом заявил Игорь Кузин, временно исполняющий обязанности директора Центра гражданского здоровья. С нами сейчас на прямой связи Ольга Богомоль, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук. Пані Ольга, вітаю вас. Вітаю, всім доброго дня и доброго здоровья. Спасибо большое. Ну, вот относительно коронавируса, с чем вы связываете такой всплеск заболеваемости, увеличение количества заболеваемых? Во-первых, с началом учебного года, и именно в связи с тем, что открылись школы, открылись вузы, люди позволили себе поехать отдохнуть. Именно это послужило всплеском и толчком для того, чтобы увеличилось количество заболевших. Но в любом случае мы этого ожидали, и эпидемию нам удастся преодолеть, подолати тільки тоді, коли 70-80% населення перехворіють на ковід. Тому це абсолютно очікуваний прогностичний розвиток, через який проходять всі країни. То есть переболеют практически все, правильно я понимаю? Так. І 98% видужають. Угу. Але дуже важливо, власне, для чого приймають, для того, щоб у ковіда є одна особливість. Він дуже високої ступені контагіозності, тобто при контакті з одним хворим захворіють практично всі, хто з ними контактував. Будуть і ті, які не захворіють, тому що є люди, у яких імунна система абсолютно може подолати цю інфекцію. Чимало людей захворіють, з тих, які захворіють, приблизно 20% будуть потребувати госпіталізації. Так от, якщо одночасно захворіє 1 мільйон, то з них 20% будуть потребувати попадання в лікарню. Ще до 5% попадання в реанімацію. Тому цифру можна математично планувати і навіть програмувати, яким чином нам рухатись для того, щоб не захлинулася система охорони здоров'я, щоб всі, кому потрібен кисень, щоб могли його отримати. Саме для цього вводяться карантинні заходи, які дозволяють таким чином планувати або програмувати навантаження на систему охороны здоровья. Ну а как сегодня, вот по вашему мнению, украинские власти справляются с эпидемией коронавируса? Насколько эффективно? На 3 з мінусом по 5-бальній системі. Чому? Тому що, власне, було півроку часу, який вдалося нам отримати саме за рахунок того, що на перших місяцях був жорсткий карантин. І ці півроку часу, замість того, щоб оснащувати лікарні, готувати персонал, готувати зміни і мобілізаційні бригади медиків, а проблема буде не в ліжковому фонді. Ліжка можна розгорнути за день, за два. В цьому нема проблеми. Проблема в персоналі ненавченому. Проблема в персоналі, який не знає, як правильно користуватися захисними костюмами. Проблема в лікарях і в медсестрах, які не навчені, як правильно захищати себе і як правильно поводитись з пацієнтом. Я вже не кажу про те, які мають бути протоколи лікування і що потрібно робити. Тому влада має навчити мобілізаційні бригади, має створити мобілізаційний резерв. Інфекціоністів вже немає. Ті лікарні, які працюють, вони далі будуть продовжувати працювати, як і працювали. А нові ліжка, які потрібно буде розгортати, саме для них потрібні навчені медики і медсестри, а не студенти, у яких немає досвіду, які не несуть відповідальності за життя людей. При этом мы видели, как деньги из коронавирусного фонда выделялись на строительство дорог. Разве дороги лечат людей?
Абсолютно неприпустимі речі, коли з коронавірусного фонду більша половина грошей була використана непрофільно. Чому? Тому що вибори на носі, а те, що використовується на ковід, його не видно. А дороги видно. І нові всякі ремонтні роботи видно. Саме тому влада дозволяє собі нехтувати правами і інтересами громадян і використовувати не на ту мету, на яку вони були встановлені. Ученые в Украине прогнозируют 8 тысяч заболевших в сутки. Как вы считаете, действительно ли будет хуже со временем и количество заболевших будет расти? Ви знаєте, яка захворюваність зараз у Франції? 20 тысяч, если не ошибаюсь. І населення Франції можна порівняти з населенням України. Тому 8 тисяч – це далеко не межа Но захворюваності. там, 8 если не тисяч – це ошибаюсь, не предел. смертности меньше во Франции, чем у нас. Я количество взагалі не населення. довіряю цифрам статистики, яке надає Міністерство охорони здоров'я. Я поясню чому. Тому що цифри смертності можуть у нас бути як завищені, так і занижені. Тому що не робляться розтини пацієнтів, які померли від ковід. Наявність позитивного тесту ще не є підставою для смерті. 98% людей видужують від ковіду. І ховати під діагнозом ковід людину, яка померла, наприклад, від серцевої недостатності або від інфаркту чи від інсульту, тільки тому, що вона була інфікована, абсолютно неправильно. Тому смертність в Україні, вона дуже-дуже спірний момент. Как врач, вот сегодня что вы посоветуете людям? Все-таки я так понимаю, что вот такое небрежное отношение, беспечное отношение людей в какой-то степени тоже влияет на количество заразившихся. Безперечно. І люди розділилися на 3 групи. Ті, які дуже бояться, і вони дуже шкодять собі, тому що знаходяться в постійному хронічному стресі. І ті, які взагалі нехтують, апофігісти. Що би я хотіла порадити всім? Бути досвідченими і інформованими оптимістами. Для тих, хто боїться заразитися на ковід, хочу сказати, що 90%, 98% видужують. І тим, хто нехтує, хочу сказати, що, будь ласка, саме від вас буде залежати, чи всім пацієнтам зможуть надати допомогу. Що потрібно робити? Перше. Для себе зробити план дій. Що я буду робити, якщо я захворію? Де я буду ізолюватися, які медикаменти я буду приймати і куди я буду звертатися. І тим, хто захворів, хочу ще сказати, що віруси, пам'ятайте, не бояться антибіотиків. Не потрібно, якщо ви захворіли на ковід, приймати антибіотики. А що потрібно, щоб не захворіти? Приймати дистанцію 4 метри оптимально, носити маску, тому що людина вже хвора або інфікована, може про це не знати. І вона буде Масочный режим, он эффективен все-таки? Людина, яка інфікована ковідом, може про це не знати. У неї може не бути температури. І якщо вона в масці, менше вірусів виходять в зовнішній простір. Таким чином людина оберігає не себе, а інших людей. Саме тому потрібно бути в масках, потрібно дезінфікувати руки, потрібно прибирати вдома і намагатися максимально зменшити соціальну активність. Тобто не ходити на масові мероприємства, не потискати руки, мінімізувати перебування в загальному транспорті. Дуже дякую вам, пані Ольга. Ольга Богомолець була з нами на прямому зв'язку. Заслуженный лікар Украины, доктор медичных наук. В Крыму тоже, к сожалению, ситуация с коронавирусом неутешительная. Там, как сообщают оккупационные власти, за 11 октября зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в соцсетях заявил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов. 94 из них выявлено при обращении за медицинской помощью, 54 среди контактных по ранее
зарегистрированным случаям, говорится в этом сообщении. С нами сейчас на прямой связи участник национального движения крымских татар, делегат Курултая крымско-татарского народа Эдем Дудаков. Эдем, ассаляму алейкум. Ну вот оккупационные власти говорят, что за сутки сейчас количество заболевших на коронавирус выросло до 148 человек. Насколько можно доверять оккупационной статистике? По моим ощущениям, мне кажется, что это как минимум в 2 раза больше. У нас только на нашей улице вот в течение недели умерло 2 человека от коронавируса. Поэтому все больницы переполнены. Бахчисарайская больница полностью переведена в госпиталь по коронавирусу. Закрылся у нас роддом. Мест не хватает, катастрофически не хватает, даже несмотря на то, что вот эту новую больницу Семашко со всеми недоделками заставили принять, и вроде бы туда тоже сейчас размещают людей с коронавирусом. Но мест абсолютно не хватает, все в очень тяжелом состоянии, очень много людей больных. Мы очень сильно переживаем за наших стариков, потому что среди стариков смертность очень большая. Эдемиха, с чем вот вы связываете рост и количество заболевших на коронавирус? С чем это связано? С неадекватными мерами, которые принимает оккупационная власть сегодня? Люди как-то беспечно относятся к этой болезни или что? Ну, я думаю, здесь все сразу, все вместе, конечно. Во-первых, вот сейчас в Москве объявили карантин, и все рванулись в Крым. Несмотря на то, что ситуация очень тяжелая, призывают всех в Крым, вот, типа отдохнуть здесь, переждать вот этот коронавирус. А на самом деле это все приводит и все увеличивается здесь количество заболевших. Карантин не вводят ни в школах, ни в детских садах, нигде. Везде идут занятия. Не знаю, ситуация обостряется с каждым днем все сильнее. Но и беспечность есть. Вот еще 2 недели назад, когда мы тут похоронили нашу соседку в 48 лет, женщина умерла, больше половины было без масок. А вот вчера мы хоронили соседку, уже, слава богу, почти все были в масках. То есть до людей постепенно доходит, что без масок нельзя. И я призываю тоже, откажитесь от этих свадьб, откажитесь от больших дуа. Не надо делать вот эти вот дуа по смерти и все прочее. Джиназе, и достаточно, чтобы прочитал человек молитву, любой человек, не обязательно в доме умершего, а достаточно прочитать в мечети, у себя дома. Это все равно, где будет прочитана молитва о покойнике. Поэтому надо, наверное, относиться к этому очень серьезно и везде ходить в масках, особенно в помещениях. Особенно в помещениях. Ну вот сейчас появилось такое информационное сообщение, что в Севастополе не хватает коек для пациентов. Об этом пишет оккупационный вице-губернатор Крыма Александр Кулагин и так далее. Вот мы до этого тоже видели информационное сообщение, что людей в больницах не принимают, томограмму компьютерную сделать также невозможно в обычных больницах, только если идти в частные клиники, а там, насколько я понимаю, это все стоит недешево. Действительно ли в больницах не принимают людей и не хватает коек? Вот расскажите подробнее, может, в вашем районе есть какая-то информация? Нет, ситуация в больницах действительно очень тяжелая. Это подтверждается, мест нет. Я же говорил еще в прошлый раз, что даже с Симферополя ведут людей в Чанкой уже. Это говорит о том, что вот переполнены все больницы. У нас работает в районе для обычных больниц теперь только Почтовская больница, все остальное работает на коронавирус. И то мест не хватает. Конечно, стараются как бы оградить людей в какой-то мере, оставляют их дома, чтобы они находились в изоляции, и только в самых критичных моментах уже забирают, и то, если там есть свободные места. А свободных мест дождаться очень тяжело. По 5-6 часов ждут очереди, чтобы
к этой маске кислородной и стать на вентиляцию легких. Ну, конечно, очень удручающая ситуация, просто катастрофическая, я бы сказал. Çok sağ olun Эдем Ага. Берегите себя, берегите своих близких. Эдем Дудаков был с нами на прямой связи. Участник национального движения крымских татар, делегат Курултая крымско-татарского народа. Вот, как говорит Эдем Ага, в Крыму, в оккупированном Крыму критическая ситуация с коронавирусом. Берегите себя, используйте чаще дезинфицирующие средства. Попробуйте отказаться от каких-то мероприятий, от скопления людей и так далее. Носите маски и придерживайтесь социальной дистанции. Берегите себя. Ну, а мы пока переходим к следующей теме. Беларусь. Там вчера, 11 октября, силовики задержали 713 участников акций протестов. Всего в стране прошло 25 протестных акций на эти выходные. При этом силовики подтвердили применение спецсредств и спецтехники против демонстрантов. Давайте послушаем. За порушення законодавства про масові заходи затримано 713 громадян. До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця перебування затриманих відправлені 570 осіб. С нами сейчас на прямой связи Юрий Губаревич, белорусский политический и гражданский деятель, руководитель движения «За свободу». Юрий, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Расскажите нам подробнее, как вчера, позавчера прошли протестные акции в Беларуси. Протестные акции продолжаются и сегодня. Вот в данный момент большой транспортный коллапс в Минске из-за того, что перекрыты центральные проспекты, по которым проходил марш пенсионеров. Достаточно много людей приняло участие, но тем не менее власть оказалась верна себе, использовав светошумовые гранаты против лиц пожилого возраста. Ну, это, наверное, очередная черта, за которую переступил режим Лукашенко. А сколько людей задержали по вашей информации и сколько уже отпустили или не отпускают еще? На данный момент неизвестно, но если вот затронуть вчерашнюю акцию, это было более 700 человек задержанных, из них, наверное, 2/3 остались за решеткой в ожидании суда, и проходят суды в эти дни, но судебная система не справляется, поэтому, наверное, будут продолжать судить задержанных вчера и во вторник, и, может быть, и в среду. Вот много говорили, что на этих выходных задержано журналистов. Подтверждается ли эта информация? Да, действительно, это была вот такая специфика вчерашних задержаний, когда более 35 человек журналистов было задержано. Ну и также продолжаются сегодня задержания. Наверное, власть пытается таким образом сделать информационную изоляцию вокруг протестов, но тем не менее видео постоянно попадают кадры, которые делают сами участники. Ну вот на выходных стало известно, что Александр Лукашенко встретился с участниками и лидерами оппозиции, которые находились в тюрьме. Вот как ваше видение? Зачем? О чем говорили? К чему пришли? Это выглядело как террорист, который посетил заложников. Люди действительно находятся в полной зависимости от его карательной системы. Некоторые уже несколько месяцев находятся в СИЗО. Подробности разговора не разглашаются, но судя по тому, что он был достаточно продолжительный, скорее всего, стороны не пришли к какому-то соглашению. И сам факт вот такой поездки в СИЗО и разговор с людьми, которых Лукашенко ранее как бандитами и уголовниками не называл, он не считал их даже своими оппонентами политическими, показывает, что это проявление в определенном роде слабости. И именно так это было воспринято ближайшим окружением Лукашенко. Наверное, поэтому вчерашний марш разгоняли с удвоенной жестокостью. Тут уже было желание Лукашенко продемонстрировать, что он все равно сохраняет контроль над ситуацией. Вот Александр Лукашенко заявил, что ему предложили более 70 полномочий президента перенести на другие уровни власти. Ранее сообщал, что на фоне протестов в стране Лукашенко планирует обновить Конституцию. Давайте вместе послушаем Александра Лукашенко.
Явно комусь їх не вистачає, а в основному це правильно. Уряд та інші органи влади треба довантажувати, знімати з президента невластиві питання. Нещодавно я отримав записку. Пропонується 71 повноваження, якщо можна так сказати, перенести від президента на всі рівні влади. Ну, то есть, видите, сразу после вот этих переговоров он начал говорить про перераспределение полномочий. Как вы считаете, готов он рассматривать вот эти изменения в Конституцию Беларуси, чтобы создать видимость компромисса? Или что, или он действительно готов на изменения в Конституцию, на перераспределение полномочий? Что это может означать? Это больше выглядит как попытка заболтать ситуацию, потому что про необходимость политических реформ в стране Лукашенко говорит уже, наверное, последнее десятилетие, и никогда эти разговоры не заканчивались конкретными делами. А напомним, что он гораздо увереннее себя чувствовал еще до недавних президентских выборов. И теперь это попытка перевести повестку в другое русло. Хотя, опять-таки, про какое распределение полномочий можно говорить, если в стране нет выборов? И даже тот же самый парламент, если он будет иметь больше полномочий, он целиком и полностью формируется Александром Лукашенко самостоятельно. Поэтому контроль над ситуацией в своих рук он упускать явно не будет. Но сменить тему повестки, да, вот, пожалуйста. Уже как 2 месяца белорусы выходят на протестные акции. Может, чуть меньше, может, чуть больше. Вы меня исправите. Третий месяц. Уже 3-й месяц, да, уже 3-й месяц белорусы выходят на протестные акции. Не устали ли еще люди? И как долго они планируют выходить на эти протестные акции? Вот как вы себе видите будущее этого протеста? Я вижу так, что люди будут выходить до решения самой основной проблемы – это отстранение Александра Лукашенко от власти. И вот то, что происходило вчера, оно придаст еще больше уверенности в своей правоте тем людям, которые протестуют. Это были более сотни тысяч людей на улицах города Минска по всем регионам. И не только те, кто выходит, они не согласны с существующим положением дел. Потому что, видите, такое очень жесткие разгоны показывают, что с этим человеком будущего у Беларуси просто не может быть. Могут ли протесты радикализироваться, как думаете? Возможно, это и есть часть плана силовиков привести к радикализации и тем самым принимать еще более неадекватные меры и демонстрировать мировому сообществу, что тут уже речь идет не о мирных демонстрациях, а о войне с вооруженными людьми на улицах белорусских городов. Но общество не поддается на такие провокации. Акции протеста продолжают оставаться исключительно мирными. В ряде случаев то, что силовики выдают за какое-то сопротивление, это только попытки отбить задержанных, которых вырывают из массы демонстрантов. Хотя вот еще такой очень важный момент. Сегодня один из заместителей министра внутренних дел заявил про возможность применения огнестрельного оружия против мирных протестующих. То есть да, они уже про это говорят вслух, наверное, они к этому и готовятся. Об этом говорится в заявлении МВД. Вот, тоже мы видели это информационное сообщение. Там они угрожают демонстрантам применением действительно боевого оружия. А как на это отреагировало сегодня общество, демонстранты? Вот в случае такого применения, что будет дальше? Конечно, все это подвергает людей в шок. Но мы понимаем, что нет какой-то черты, за которой может остановиться эта власть. Но тем не менее, как видно по сегодняшнему участию пожилых людей в массовом мероприятии в Минске, и, кстати, не только Минск, но, наверное, с десяток городов, были подобные мероприятия, показывают, что людей это все равно не останавливает. Они выходили и будут выходить на улицы. Сегодня есть лидеры оппозиции, которые выходят на улицу. Мы видим, что действительно многих лидеров оппозиции белорусская власть сегодня пыталась и пытается, и делает это обезглавить. А сегодня кто возглавляет протестные акции? Или нет такого сейчас конкретного человека? В этом просто нет никакой необходимости. Люди самоорганизовываются, они идут не на призыв каких-то формальных лидеров, а идут, потому что понимают, что это их собственное решение, и это их собственная ответственность за будущее себя, своей семьи, своей страны.
лидеры, формальный лидер – это уязвимое звено, и с этим Лукашенко очень прекрасно научился расправляться за 26 лет правления. И сейчас вот отсутствие таких формальных лидеров, ну, по крайней мере, на свободе и в Беларуси, оно не позволяет через голову задушить протесты. Но даже и в этом случае это не произошло бы. Юрий, и последний вопрос. Вы верите, что Александр Лукашенко мирным путем оставит власть, покается и уйдет? Я верю, что так или иначе этот человек не будет руководить Беларусью, потому что его в такой роли не воспринимает абсолютное большинство населения нашей страны. Но как это произойдет, это уже, наверное, во многом будет зависеть от него лично. Если он готов уйти, как и многие диктаторы, определенным образом, то, наверное, его будет ждать такая судьба тоже. Спасибо большое. Юрий Губаревич, белорусский политический и гражданский деятель, руководитель движения «За свободу», был с нами на прямой связи. В Европейском Союзе приняли решение о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Это решение приняли главы Министерства иностранных дел стран Европейского Союза. Официальное решение еще не опубликовано. Отметим, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед встречей с европейскими коллегами выступил за внесение Лукашенко в список санкций Европейского Союза. Вот что он сказал. Я запропонував прокласти шлях до нового пакета санкцій, і Лукашенко повинен бути одним із людей у цьому санкційному списку. Експерт Українського інституту будущего, експерт з питань міжнародної політики Ілія Куса з нами зараз на прямому зв'язку. Ілія, здравствуйте. Ілія. Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Уже третий месяц продолжаются протесты в Беларуси. Вот какой вариант развития сценария вы видите? Чем это все закончится? Ваш прогноз? Ну, смотрите, в принципе, я сейчас на данный момент, я вижу, что ситуация складывается в тактическом плане в пользу властей, это в пользу Александра Лукашенко. Вчера была встреча между президентом Беларуси с оппозиционерами в СИЗО КГБ в Минске. И по итогам этой встречи я вижу, что, скорее всего, белорусские власти будут ускорять сейчас подготовку к, во-первых, переговорам с белорусской оппозицией, но они сами выберут тех, с кем они будут говорить, о чем свидетельствует освобождение ряда белорусских оппозиционеров из СИЗО после встречи с Лукашенко. И, в общем-то, подготовка к конституционной реформе, через которую Лукашенко планирует остаться в политической системе Беларуси, там, на посту президента или на посту другом, это уже не важно. То есть в условиях отсутствия политических лидеров у самих оппозиционеров, те, которые, то есть в плане вот тех, кто выступают на улицах, белорусские власти пытаются перехватить инициативу и навязать свой формат диалога с оппозицией, через который они хотят легитимизировать вот эти вот конституционные поправки, которые готовит Лукашенко. Ну вот в Евросоюзе приняли сейчас решение о введении санкций против Александра Лукашенко. Об этом до этого говорил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Это как-то отразится на нем? Это имеет для него какое-то значение? Как думаете? Я думаю, для него это не имеет значения. Он уже был под санкциями, это не первый раз. Кроме того, это в основном блокирующие санкции, визовые ограничения, что, мне кажется, серьезно не повлияет на позицию Александра Лукашенко и на, в целом, белорусские элиты, поскольку это все-таки не секторальные экономические санкции, а просто личностные. Поэтому, с моей точки зрения, серьезного практического эффекта они не возымеют. Спасибо большое. Ілія Куса, експерт з питань міжнародної політики, експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. Ну а я перехожу к следующей теме. Нагорный Карабах. Перемирие в Нагорном Карабахе, о котором договорились главы Министерства иностранных дел Армении, Азербайджана и Российской Федерации на переговорах в Москве, продержалось 5 минут. Армения и Азербайджан после согласования этого перемирия обвинили друг друга в нарушении договоренности и обстрелах. Ереван заявил, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли Степанакерт, Ханкинды. В свою очередь Баку в субботу сообщил об обстреле азербайджанского города Тертера, а в воскресенье о ракетном нападении на Генджи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об этом. Давайте его послушаем.
Вірменія повинна змиритися з тим, що ці території у нас, що вона їх більше ніколи не побачить і не буде робити ніяких спроб відвоювати. Це головний фактор міцності режиму перемир'я. В связи с обострением так называемый руководитель непризнанной Нагорно-Карабахской республики Раик Арутюнян дал пресс-конференцию. Он обвинил Азербайджан в создании новой платформы для международного терроризма и пригрозил объявлением войны. Давайте его послушаем. Ми стоїмо за мир. Більше за всіх на світі миру хоче Арцах, але ми не можемо прийняти обов'язкову умову від країни, мета якої – знищити народ Арцаха, тисячолітню культуру Арцаха, саму історію Арцаха. Я оголошую вітчизняну війну. Закличу всіх вірмен прийняти не тільки матеріальну, а й фізичну участь. Вони хочуть тривалої війни? Ми не відмовимося, якщо буде нав'язана саме ця війна. Екс-заступник міністра палива та енергетики України Бурзу Алієв з нами зараз на прямому зв'язку. Бурзбей, селям алейкум. Алейкум ассалам. Ну вот вы сейчас слышали заявление так называемого руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики об объявлении отечественной войны. Что вы думаете? Я думаю, что армянские агитаторы пытаются ввести в заблуждение мировое сообщество о том, что якобы они воюют не только с Азербайджаном, еще и с Турцией. Но это смешно выглядит. Вот если посмотреть даже статистику, я уже говорил, что до конфликта в Нагорном Карабахе жило 129 тысяч человек. Из них около 100 тысяч армян. Официальная версия, якобы это 100 тысяч армян, воюет с 10-миллионным Азербайджаном и при этом захватывает не только Нагорный Карабах, еще 7 районов вокруг. И выгоняет оттуда больше 1 миллиона человек. Но это же никто не верит. Ну, мы понимаем, что это с помощью зеленых человечков, которые появились и на территории Украины, начиная с Крыма, потом на Донбассе. Вот я, честно говоря, хотел бы обратиться к всем украинским патриотам, политологам, когда они говорят, что Азербайджан нападает на Нагорный Карабах, это то же самое, что сказать, что Украина нападает на Крым или Украина нападает на Донбасс. Это явно пятая колонна. На сегодняшний день я хочу сказать, что все азербайджанцы мира, а их больше 50 миллионов, рядом с главнокомандующим вооруженным силами Азербайджана Ильхамом Алиевым. И в том числе все азербайджанцы, которые живут в Украине, я постоянно в контакте со всеми, все рядом с президентом Азербайджана. Мы все поддерживаем своего президента, и мы все этнические азербайджанцы. Хоть и я гражданин Украины, но все равно душой это моя историческая родина. Я рядом с своим президентом. Как вы считаете? И все готовы воевать. Как вы считаете, почему было нарушено перемирие, о котором договорились главы Министерства иностранных дел в Москве? Что пошло не так? Ну, дело в том, что вообще сама тема сесть за стол переговоров с участием России, мы знаем, к чему это приводит. Мы знаем, когда в Дебальцеве наши ребята попадали под обстрел, Иловайск мы хорошо помним. Кстати, вот 8-9 октября под Физули, по моим именно информации, руководили операцией со стороны именно наемников и со стороны Армении те же генералы, которые были в Дебальцеве. И один из них, по-моему, там даже и погиб. Остальные все убежали куда могли. Потому что Азербайджан воюет современной технологией. Все беспилотники, которые производятся на территории Азербайджана, в том числе совместно с Израилем, израильские беспилотники, турецкие беспилотники, это покупается за военный бюджет Азербайджана. Военный бюджет Азербайджана больше, чем весь бюджет Армении. Вы представляете, с кем мы имеем дело? И это какие-то сброд каких-то там боевиков. И тут
регулярной, нормальной, современной армии. Но при этом вот буквально 5 минут продолжалось перемирие, о котором договорились главы МИД. Все-таки кто нарушил, почему нарушили и нужно ли Азербайджану вообще это перемирие? Однозначно, Очень коротко, минутка. Азербайджану это перемирие не нужно. Мы пойдем до конца, как говорил вот верховный главнокомандующий. Ну, когда Россия поняла, что их даже генерал не помогает им нужна передышка для того, чтобы собрать новых боевиков и так далее, чтобы Азербайджан не пошел дальше. Потому что Азербайджан с двух флангов именно разрушил их защитные линии, которые они строили в течение десятилетий. Поэтому, чтобы избежать полного позора, Россия 11 часов, можно сказать, что задержал министра иностранных дел Азербайджана в заложник. В конце концов, мы пошли на уступки, но мы видим, опять же, риторику, что Нагорный Карабах, так называемый, должно быть отдельное государство и так далее, и так далее. И в этом случае, я думаю, что никакой перемирия не будет, и будет до конца освобождения азербайджанских территорий. Спасибо. Чохсагул Назбурзуалиев, заступник міністра палива та енергетики України 2008-2010 роках, був з нами на прямому зв'язку. Ну, я с вами попрощаюсь ненадолго, всего лишь на 5 минут, а буквально через 5 минут мы продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Корушкин Джархадашла.